sich, wie schmutzig andere aussehen, und doch sieht er nur sich selbst im Spiegel. Wasche ab von dir, was klebt an deinen Händen, und dann erst sei Ohr für andere Spiegel. Auch ändere nicht den Spiegel dort, doch dich verändere fort und fort. Dein Gesicht ist, wie es ist. Spiegel bist auch du für mich, Spiegel bin auch ich für dich. Das ist so gut und lebenswichtig. Deshalb stehe auf, sei mir Spiegel alle Zeit. Wecke auf das Gute, doch das Böse beschämt. Du dienst mir zum Heil, verschweig mir nichts, denn ich selbst sehe mich nicht. Oh, ich sehe mich nicht. Doch denke nie bei dir, du wärst nicht ganz in Ordnung, nur weil du nicht ganz so bist wie andere. Sei du, wie du bist. Du bist nicht jemand anders, nur so fließt Leben durch dich zum anderen. Du bist ein wichtiges Organ, du kannst, was niemand anders kann. Du bist schön, wichtig und schön. Spiegel bist auch du für mich, Spiegel bin auch ich für dich. Das ist so gut und lebenswichtig. Spiegel bist auch du für mich, Spiegel bin auch ich für dich. Das ist so gut und lebenswichtig. Deshalb stehen wir auf, sind uns Spiegel alle Zeit. Wir wecken auf das Gute und Böses beschämen wir. Wir sind uns zum Heil, verschweigen nicht. Wir sind in uns schicksalsvereint. Wir sind schicksalsvereint. Wir sind schicksalsvereint. Wir sind schicksalsvereint. Wir sind schicksalsvereint. Schicksalsvereint. Когда я еще был в школе, у меня однажды во время уроков появилась гениальная идея. А именно, я думал, что изобрел перпетум мобиле, вечный двигатель. Я слегка отвлекал своего соседа по парте, он то и дело, наморщив лоб, заглядывал в мои записи. Наверное, он не знал, что такое вечный двигатель. Вечный двигатель — это такая конструкция, которую стоит лишь раз привести в движение, и она будет двигаться вечно и выполнять работу, не нуждаясь в дополнительной энергии извне. Вот и эти планы я показал после уроков учителю. У него, однако, были свои сомнения, сегодня я сказал бы, обоснованные сомнения. И все же он сказал мне: если тебе когда-нибудь удастся пустить эту штуку в продажу, не забудь меня, твоего учителя. И
я не стал разрабатывать эту конструкцию дальше. Но сегодня, пару лет спустя, я убежден в существовании вечного двигателя больше, чем когда бы то ни было. Потому что самым лучшим доказательством тому является творение, среди которого мы живем. Солнце, оно встает каждый день, круговорот воды. Начну, пожалуй, с этого. Будучи запущенным в действие один раз, этот круговорот продолжается вечно, исполняя свою работу, поливает все поля. Этой ночью порядочно лило. Отлично, превосходно. Все поливается. Этот круговорот работает сам по себе, находится в равновесии, которое не надо постоянно подправлять, придираться к нему. И мне кажется, мы разгадали тайну этого вечного двигателя. Это, в общем-то, и завораживает. Почему же в природе это срабатывает? Если мы посмотрим на людей, папа приводил сегодня потрясающие цифры. Очевидно, что здесь это не функционирует. В творении же, в котором мы живем, внутрь которого мы рождены, там, похоже, это срабатывает. И я думаю, что разгадал тайну, скрытую за этим, а именно, ничто на свете не предназначено само для себя, ничто на земле не является самоцелью. Все существует не для себя самого, а для всеобщего, для служения, для какого-то задания. Имеет свое предназначение для всеобщего. Возьмем, к примеру, Солнцу. Оно не светит само для себя. Оно не сияет наверху там само себе. У него свое служение, своя обязанность, скажем, обязательный долг по отношению ко всеобщему, по отношению ко всему творению. Луна, знающая свою орбиту, у нее тоже есть смысл. Она руководит приливами и отливами. Да, и точно так же все остальное на Земле, будь то роса, ветер, дождь, все угодно. И у всего есть свое предназначение. И я думаю, что мы в семье поняли, или вернее, мы в ОЦГ думаем, что нашли применение этому в нашей собственной жизни. Потому что если вас, может быть, иногда удивляет, что у нас это получается, как мы можем жить вместе в гармонии в наше время, когда кажется, это уже невозможно, то секрет именно в этом. Мы не живем для себя здесь, на земле. Мы не для того, чтобы как-нибудь пожить для себя, для самих себя или вращаться вокруг себя. Секрет заключается в том, что мы живем для других, что, обязавшись, мы отдаем себя для всеобщего. И сегодняшний день — это выражение этого. И тогда мы начинаем чувствовать, как сила этого, так сказать, вечного двигателя начинает изливаться, как исчезает любой недостаток. Больше нет ничего, больше ничто не стесняет. Нет ничего, чтобы застревало, тормозило и мешало. Все просто течет и течет. Приходит радость и сила. В этом тайна ОЦГ. Здесь никто не ищет чего-то для себя, своей собственной выгоды. Здесь каждый заботится о всеобщем. Все те милые люди, помощники, которые служат вам сегодня здесь, они вошли во вкус, они заметили, что за сила лежит в том, когда каждый не вращается вокруг себя, а живет для всеобщего. Это наше предназначение. В этом я твердо убежден. В моей песне, которую я хочу теперь спеть, описывается столкновение двух взглядов, а именно того взгляда, о котором я сейчас говорил, ориентироваться на всеобщее, служить всеобщему. И часть, которая будет петь Суламит, взгляда человека, вращающегося вокруг самого себя, для которого существует только «я», «мне», «моё», «меня». И проблема состоит в том, что вина за все возлагается всегда или же часто на обстоятельства. Об этом она тоже будет петь. «Ах, мой отец, если бы он был другим, тебе хорошо говорить. Моя сестра и брат, они злят меня, и мать моя, и мой начальник». Ты можешь перечислять здесь все, что угодно, но мы твердо убеждены в том, что наши обстоятельства нужны нам именно такими, какие они есть, и что мы нужны этим обстоятельствам настолько, насколько Христос хочет пребывать в нас. Это и мой призыв в конце песни — не лишить всеобщего того, чем Христос хочет быть через тебя, того, для чего ты пришел на эту землю. Это в твоих же интересах. Я убежден, в этом есть смысл. Это не случайность. И чтобы вы могли докопаться до этого смысла, мы, со своей стороны, можем вам только сердечно посоветовать прийти на измерение. И если понятие измерения тебе пока ни о чем не говорит, то, надеюсь, после песни это станет тебе более понятным.
Sonne, die morgens aufgeht, das Land erhellt und abends weiterzieht. Ein Mond, der seine Laufbahn kennt, die Gezeiten lernt. Nicht eines macht keinen Sinn, dem Gesamten ein Gewinn, eine perfekte Lebensatmosphäre. Hey, hey, ich bin geboren in eine Wunderwelt, wo nichts mehr klemmt, stockt und hemmt, hinein in ein Perpetuum mobile, wo nichts für sich, sondern für ein Gesamtes bestimmt ist. Hey du, geht's hier zur Bemessung? Ja, bitte. Eine Mutter, die mich nicht akzeptiert und mich ignoriert. Ein Chef, der mich verletzt, stresst und hetzt. Nerven braucht es aus Stahl, tickt nicht ganz normal. Er meine Kindheit stahl. Oh, oh, oh. Ich bin geboren in eine Welt, wo alles klemmt, stockt und hemmt. In mühsamer, schwerer Ungerechtigkeit. Warum ich? Sag, warum denn ausgerechnet ich? Eine Sonne, die nicht um die Erde dreht, es ist umgekehrt. Ja, du Glückskind bist völlig unbeschwert. Ich bin neidenswert. Ach, es ist kalt und regnet. Zum Glück, wie wunderbar. Niemand versteht mich. Ist auch nicht sonderbar. Ach, wenn du wüsstest. Es gibt doch keinen Zufall. Nein, nein. Du bist geboren in Gottes Kosmos, hey. Nicht er in deine kleine Denkenswelt. Hinein an einen Platz, den nicht du bestimmt, an dem ich durch dich leben und leuchten will. Bring Luft in deine Welt, sei Licht in deiner Welt und warte nicht auf irgendetwas, das nicht zählt.